Дорогие телезрители, встречайте, самая юная участница показа Arctic Fashion Show, 13-летняя Мелания Полиян. На подиуме бренд 3 дизайнера. Зимняя коллекция якутского бренда 3 дизайнера под названием «Мегаполис» создана по мотивам повседневных дел и забот женщины. Поменяв лишь аксессуары, можно быть готовой к любой ситуации. Коллекцию гармонично дополняют авторские украшения из мамонтовой кости от Изабеллы Павловой. Коллекция «Легенда о мамонтах». Сандара Парахонька. Предапорте Black Harlequin в стиле casual для современной молодежи, свободной от рамок и стандартов. Кожа, замша, классические костюмные и плательные шелка с ярким принтом. Простые формы и смелые решения в духе романтичных, свободных, эклектичных 70-х и 80-х. Источником вдохновения является драгоценный камень опал черный арлекин, который имеет широкую палитру оттенков. На подиуме бренд Pattern of Tata. Коллекция South Arctic призвана привлечь внимание на сохранение экосистемы и культурных традиций народов Арктики в современных условиях.
Встречайте модели дизайнера Юлии Нестер. Длинные зимние ночи, якутский мороз, яркие звезды, снег и бриллианты. Все это послужило вдохновением для создания этой необычной зимней коллекции «Северный космос». Дорогие телезрители, встречайте модели от Евсея Иванова. Inspiration – это национальный якутский стиль с элементами графики. Любые отражения и явления природы. Белый олицетворяет чистоту, невинность, божественность. Черный символизирует загадочность и таинственность. На подиуме бренд ОГО. Коллекция Сагарга. Сагарга в переводе с якутского означает «отблеск восходящего или заходящего солнца». ОГО исследует влияние цифрового кочевничества в утере культурных корней и напоминает о проблеме загрязнения окружающей среды через эстетику севера и ретро-футуризма.
На подиуме Arctic Fashion Show бренд Варвара Филиппова «Грани Арктики». Бескрайний простор, вековая мерзлота, полярные ночи и искрящийся лед. Образы тонко дополняет ювелирная коллекция компании CBM. Тихий, бесшумный полет арктической совы. Навершие Джабака как символ возвышенности северной души. На подиуме дизайнеры показа Arctic Fashion Show 2020. Встречайте бренд Солко. Дизайнер Изабелла Тардосова. Дизайнеры Лидия Григорьева и Надежда Докторова. Дизайнер Марфа Федорова. Бренд Анжелика Кириллина. Кустук Саха Блессинг. Дизайнеры Христина Докторова, Ксения Павлова. Бренд Айна Курц. Украшения предоставлены от Изабеллы Павловой. Бренд Темс. Украшения от Лидии Федоровой. Встречайте бренд Туллук. Дизайнер Любовь Сивцева. Нарьяна Спиридонова.
Светлана Данилова. Сарглана Москвитина. Встречайте бренд Мели Дизайна. Бренд 3 дизайнера. Сандара Парахонька. Марьяна Степанова. Юлия Нестер. Евсей Иванов. Встречайте бренд ОГО. Встречайте бренд Варвара Филиппова. Украшения от компании Сейбем. Вот и завершилась прямая трансляция модного показа Arctic Fashion Show в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии 2020». Все крупнейшие авиакомпании Дальневосточного федерального округа, в том числе Якутия, примут участие в создании единого авиаперевозчика макрорегиона «Аврора». Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Гайдаровском форуме. В создаваемой единой дальневосточной авиакомпании, которая будет носить имя «Аврора», Сахалинская область сохранит за собой 50% минус 1 акция. Остальные регионы Дальнего Востока по 5% акций. В интересах Российской Федерации золотую акцию получит Министерство по развитию Дальнего Востока. Это позволит влиять на стратегические решения для обеспечения равноправного доступа всех жителей Дальнего Востока к услугам авиакомпании. Власти Якутии намерены продолжить геологоразведку для массированного наращивания минерально-сырьевой базы природных ресурсов в 2021 году. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в рамках Гайдаровского форума. Так, в части золота ожидается ввод первой очереди крупнейшего для страны нежданинского месторождения группы компаний «Полиметалл», реальный рост Эльгинского проекта, а также рост проектов, связанных с нефтью, газом, алмазодобывающей отраслью. Объем добычи угля по итогам 2020 года на Эльгинском месторождении достиг 7 миллионов тонн. После покупки А-Проперти Эльгинского угольного комплекса в мае прошлого года компания поставила план по наращиванию добычи с 5 до 7 миллионов тонн в год, который был полностью реализован. К концу ноября компания преодолела показатель в 1 миллион тонн добытого сырья за месяц, что составило 12 миллионов тонн в годовом выражении. По плану на 2021 год объем добычи будет доведен до 15-18 миллионов тонн. Разведанные запасы газа у компаний, работающих на территории Якутии, составляют порядка 3 триллионов кубических метров. Это дает возможность обсуждать крупные проекты с точки зрения реализации в ближайшие годы. По итогам 9 месяцев 2020 года власти региона отметили увеличение добычи природного газа в 3,2 раза благодаря реализации проекта по освоению Чаиндинского месторождения и вводу в декабре 2019 года магистрального газопровода «Сила Сибири». Более 117 миллиардов рублей выделят на поддержку и развитие социальной сферы в Якутии в этом году. По словам министра финансов региона Валерия Жандорова, расходы госбюджета остаются социально ориентированными. Он отметил растущую динамику расходов на социально-культурную сферу, что позволяет постепенно улучшать условия доступности социально значимых услуг. Прежде всего в образовании, здравоохранении, воспитании детей и социальной помощи населению. В 2021 году расходы бюджета Якутии составят более 226 миллиардов рублей. Первая в Якутии четырехполосная дорога, построенная в условиях вечной мерзлоты, появится в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке дороги НАМ в Якутске. Его протяженность составит более 7 километров. На весь период работ на реализацию национального проекта планируют выделить 1,5 миллиарда рублей.
Отметим, что автодорога отличается сильной загруженностью. Она ведет к местности Усть-Хатын, на место празднования главного национального праздника в Якутии – Исэх. Обычно время пути туда и обратно из-за обилия машин составляет 5-6 часов. Компания «Сахабулт» увеличила объем заготовки пушнины на 30% в 2020 году. Было изготовлено товаров на сумму более 100 миллионов рублей. Разработано и внедрено 80 новых наименований. В то же время из-за пандемии производственные цеха 1,5 месяца полностью не работали. Некоторые категории работников были отправлены на удаленную работу, что обусловило выполнение производственного плана на 78%. Согласно плану на 2021 год, компания намерена увеличить закуп пушнины, кожсырья и камусов. Планируется рост производства товаров народного потребления. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нюргуяна Иванова. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий, хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочие совещания удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в прямом эфире озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в Якутии на понедельник, 18 января. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике на 18 января 2021 года характеризуется зафиксированными 153 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. При этом случаи новой коронавирусной инфекции зафиксированы и выявлены в 16 районах нашей республики и в городе Якутске. В городе Якутске зафиксировано 65 случаев, в Мирнинском районе 23 случая, в Алданском 14, в Нерюнгринском 11 случаев и в Вилюйском районе 7 случаев. В остальных районах 12 зарегистрировано от 1 до 4 случаев. Необходимо обратить внимание, что проведенный анализ на заседании оперативного штаба позволяет нам говорить о том, что увеличение количества случаев в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, в том числе Ленском и непосредственно в Алекминских районах, он связан прежде всего с теми мероприятиями, которые проводились, и сами коллективные семейные мероприятия, связанные в том числе и с празднованием Нового года и Рождества. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент для нас наиболее важным является не увеличение количества заболевших. К сожалению, последняя неделя показывает рост в целом по республике и, соответственно, по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому сегодня совсем недавно закончился оперативный штаб под руководством главы республики. Поставлена задача нивелировать этот рост, принять все меры для того, чтобы количество заболевших у нас не увеличивалось. И, конечно же, прежде всего для того, чтобы сохранять здоровье наших граждан. Но в настоящий момент у нас также продолжают работать лаборатории. За сутки лабораториями республики сделано практически 2000 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
На 18 января 2021 года в республику поступило 5242 вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. У нас на сегодня вакцинировано около 2500 человек. Необходимо обратить внимание, что в 13 районах республики уже вакцина пришла. Вакцинирование в том числе в субботу-воскресенье проводилось. В целом на территории республики создано 39 участков для вакцинации новой коронавирусной инфекции. К вакцинированию приглашаются граждане, исходя из записи, которая проводится в поликлиниках по месту жительства. Хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент мы ждем поступления вакцины, так же, как и все регионы страны. И, соответственно, в зависимости от записи вы будете приглашены в поликлинику в определенное время, если вы записались для того, чтобы пройти вакцинирование. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе на 18 января. Мы переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. За минувшую неделю в регионы доставили 600 тысяч доз, а до конца января в субъекты прибудут 2